Салют, любимая республика! Очередную неделю предлагаем провести в режиме трансформации. Тем более сегодня во многих странах отмечается День больших перемен. Вооружаемся смелостью и делаем то, на что долго не решались. А студия 11 обязательно вас поддержит. И вот что ждет вас в первой части этой программы. Коми-игра, страшный рассказ или правдивый сон? Бокс, ММА, кроссфит и не только. В Сыктывкаре открылся новый спортивный клуб. Танцующие лапки. Развлекаемся с котом под современную музыку. Обилие каждодневных задач, ответственности, трудности то и дело вводят нас в напряжение. Для поддержки эмоционального равновесия очень важно уметь правильно расслабляться. Специалисты, например, для разгрузки советуют чаще гулять на свежем воздухе под классическую музыку, проводить время с любимыми питомцами, а еще не пренебрегать дневным сном. Ведь он способен не только расслабить и улучшить настроение, но и восстановить запас сил. Прикорнуть достаточно хотя бы на минут 20-30. Для тех, кто работает в офисе, совет. Попробуйте устраивать тихий час во время обеденного перерыва. Возможно, в вашем или соседнем кабинете для этого даже есть удобный диванчик. Компьютерные игры – отличный способ занять свое время. Даже больше скажу, когда с головой уходишь в сюжет, о минутах и часах забываешь совсем. Поэтому важно подобрать видеоигру так, чтобы она еще и пользу приносила. Страшный рассказ или правдивый сон – квест, который создали наши земляки. В процессе игры можно получить не только моральное удовлетворение, но и узнать много нового о мифологии нашего края. О проекте «От идеи до воплощения» узнала Алена Туркина. Данил, страшный рассказ или правдивый сон? Расскажите нам подробнее о своей видеоигре. Это коми-видеоигра по мотивам коми-фольклора и мифологии в жанре квест. Point and click adventure по-английски. На Руси говорят квест просто. Сразу видно, что я общаюсь с технарем, как говорят в народе. Давайте все-таки расскажите нам про сюжет. Кем нужно играть, кто главный герой, через какие задания он должен пройти и до какого момента он дойдет в конце? Сюжет простой. Мальчик отправляется впервые на промысел лесной. Вместе его зовет с собой его отец, опытный охотник. И они в составе небольшой артели идут в лес, чтобы охотиться на зверя. После первого дня на охоте в лесу случаются всякие сверхъестественные события, которые нужно потом распутать игроку. Ему нужно найти своего отца, спасти и остальных членов команды. Данил, вы автор проекта. Чем конкретно занимались в контексте этой игры? Вы ее программировали или отрисовывали? Какие-то такие моменты. Грубо говоря, я занимался почти всем, кроме программирования. То есть написание программного кода. Программный код писал Даниил Щепоткин, еще один Даниил, студент Сыктывкарского университета. А еще, были, конечно, члены команды другие, которые, например, один человек рисунки, которые я делал, он их обрезал по контуру, делал PNG-файлы, чего я не умею. Звукоинженер занимался тем, что вырезал нужные звуки, вставлял. То есть моя задача была написать сценарий, нарисовать персонажей, анимации, задники и все. В общем, в целом такое кураторство проекта, получается, курирование. Я знаю что для некоторых участников проекта опыт создания этой игры был первым. С какими трудностями вы столкнулись и как их преодолели? Трудностей как таковых практически не было. Главная трудность заключалась в том, чтобы начать вообще это делать. И, как говорится, глаза боятся, руки делают. Вот так все и происходило. То есть я сначала не понимал, как вообще все это будет работать, но постепенно я вливался, и остальные члены команды вливались. И проект строился по кирпичикам постепенно. А игра вообще детская? Она в том числе детская, но я считаю, что любой, кому интересна коми-мифология, может в нее поиграть. И кто любит игры такого жанра. Я знаю, что каждую игру, перед тем, как выпустить ее, так скажем, в поля, открытая, информационная, проверяют. Это может сделать контрольная группа. Была ли у вас такая контрольная группа перед тем, как показать миру эту игру на коми-языке?
но с небольшой натяжкой, можно так сказать, потому что в процессе разработки я показывал игру своим друзьям, показывал коллегам, мы ходили, какие-то части игры показывали, например, колледж искусств студентам на встречах. Ну, то есть я ее опробировал на своих друзьях, коллегах и на каких-то друзьях друзей. И где же можно найти эту игру для того, чтобы установить себе на компьютер и в нее поиграть? Ее можно найти на сайте Центра народного творчества и повышения квалификации. Заходите на сайт, выбираете вкладку «Наши проекты», и там есть игра «Что меч» либо «The Belluet». Прям скачиваете, распаковываете, нажимаете X и все, наслаждаетесь игрой. Здоровый образ жизни сегодня уже не просто модная привычка. Каждый второй придерживается правильного питания, а в спортивных залах растет число посетителей. У сыктывкарцев в этом году появилось новое место для тренировок. Спортклуб Wild Gym открыл свои двери в феврале этого года. Подробнее о его фишках я узнала лично. Сначала сильно нагрузить, а затем расслабить тело. На таком чередовании основана одна из тренировок Wild Gym. Высокоинтенсивная нагрузка сочетает в себе элементы бокса, функциональный тренинг и оздоровительные практики. Занятия проводят сразу 2 тренера. Особое внимание Павел и Илья уделяют мотивации занимающихся. Все-таки работать на бешеной скорости приходится 1,5 часа. Я предложил Илье объединить 2 школы. Мою, так сказать, оздоровительную и физическая подготовка, функциональный тренинг с боксом, так как 2 эти дисциплины очень хорошо взаимодополняют друг друга. Я очень много работаю с неврологией человека, а бокс хорошо воздействует на мозговую деятельность за счет сложных координационных движений. Несмотря на то, что формат групповой, получить персональные рекомендации тренера можно. В перерывах между подходами Илья Томилов готов и удар правильно поставить, и технику отшлифовать. Сейчас мы работаем удар джеб. Левая ножка шагает, левая ручка бьет. Раз, да, назад. И теперь с челночка подвигаться. Раз, ужалили. Спортклуб Wild Gym открылся в Сыктывкаре 19 февраля. В полностью укомплектованном зале проходят тренировки сразу по 10 направлениям. Среди них ММА, вольная борьба, бокс, самбо, TRX и кроссфит. В зале имеется ринг, боксерские мешки, зона борьбы и ММА, а также установлена функциональная рама с турниками. А любители железа всегда ждут новые комфортные тренажеры. Помимо групповых, Wild Gym предлагает клиентам и персональные тренировки. Сегодня в клубе работают 13 тренеров. В этом месяце особенно повезло дамам. В честь 8 марта раз в неделю. Для них проводятся бесплатные тренировки. Совсем недавно в клубе появилось новое направление – фехтование на коротких клинках. Здесь отключить мозг во время занятия не получится. Каждый удар должен быть выверен и обдуман. Зал новый, зал ярче, тут и обстановка веселее, да, он современный, новый, уютный, ну и вот прям обстановка огонь. Замечательно, очень нравится, все болит потом, но это классно. Я благодарна ребятам, что они нас приглашают сюда. Вот, мы молодцы, мы приходим, мы пошли заниматься, спасибо, все приходите сюда. Любое занятие начинается, как известно, с раздевалки. Wild Gym женщинам и мужчинам доступны личные шкафчики, удобные диваны и комфортные душевые. Один из таких залов, который сейчас у нас в данный момент в Сыктывкаре укомплектован полностью для любого единоборства. Расскажу за бокс. Вечернее время, понедельник, среда, пятница, взрослая группа по боксу укомплектована полностью. Но каждый желающий может прийти и заниматься в этой группе без проблем. Потому что квадратура зала позволяет. В скором времени силу, ловкость и выносливость Wild Gym будут оттачивать еще и детки. Для маленьких спортсменов также будут доступны несколько направлений работы, благодаря чему на тренировки можно будет отправиться сразу всей семьей. Владельцам домашних питомцев очень повезло. Пушистые друзья, которые всегда рядом и нервы успокоят, и повеселят, и даже интерес к музыке разделят. Котики, например, не просто слушают популярные треки, но еще и танцуют под них. Главное им немного в этом помочь. Компас позитивного настроения привел нас к экватору программы. После небольшой паузы студия 11 вновь вернется на ваши экраны.
эфире информационно-развлекательная программа «Студия 11». Предлагаю не оттягивать приятный момент и начинать вторую часть выпуска. Вот что вы увидите. По реке времени. Изучаем культурное наследие народов России. Литературная родина Довлатова. Появится ли в Коме маршрут, связанный с творчеством великого писателя? Разрывая корни. Раскрываем секреты, как правильно пересаживать фикус. Время идет, мир меняется. То, что было привычно 100 лет назад, вряд ли станет частью действительности сегодня. Например, мы вряд ли предпочтем музыкальному плееру грамм-пластинки или мобильному телефону таксофонные будки. Однако все это часть нашей общей истории. В СГУ имени Петерима Сорокина проходит выставка «По реке времени», посвященная культурному наследию и искусству народов России. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Что за конкурс такой? Давайте более подробно о нем поговорим. Это у нас республиканский конкурс детского художественного творчества. Проводится в 4-й раз и называется «По реке времени». А кто организатором вот этого конкурса выступает? Организатор конкурса – Гимназия искусств при главе Республики Коми и наши партнеры – Академия юных талантов и Сыктывкарский государственный университет. Екатерина, какие вот работы там экспонируются? Вот очень интересно узнать. На выставку «По реке времени» попали работы победителей конкурса, то есть тех ребят, которые заняли 1-е, 2-е, 3-е призовые места. А вот чьи это работы более конкретно? Студенты или просто любители? Вообще в нашем конкурсе участвовало 145 воспитанников, 145 ребят из 10 муниципалитетов республики, то есть разных районов и городов. Всего было 12 школ дополнительного образования, 1 общеобразовательная школа и даже Дом культуры был. И 2 средних профессиональных учреждения, да, гимназия и колледж культуры. Вот. И из всех этих учреждений ребята участвовали в конкурсе, и те, кто победил, они попали, в общем, на выставку. А какой вот возраст у участников? Возраст... Я так понимаю, и школьники, и студенты даже, да? И студенты даже, да, то есть студенты 1-2 курсов, то есть до 17 лет, с 10 до 17 лет. А оценивали вы как, по номинациям? Да, ребята все делились на возрастные группы по разным номинациям. Номинации были иллюстрация, то есть, например, в номинации иллюстрация был возраст 10-12 лет, 13-15 и 16-17 лет. Также были номинации «Декоративный натюрморт», «Комикс», «Портрет в национальном костюме». Это вот и номинации, и жанры. А жанры также или жанры другие есть? Нет, ну вот как бы номинация, она уже включает в себя жанр. То есть как бы в номинации иллюстрация это жанровая композиция. В номинации декоративный натюрморт, соответственно, жанр натюрморт. Вот вы сказали, что конкурс проводится уже в 3-й раз. А вот есть в 4-й уже раз, да. А вот есть разница между там 2-м конкурсом, да, 2-м годом проведения и, например, 4-м? Ну да, у нас стало гораздо больше участников. То есть город красиво рисует, да, можно сказать? Ну, не только город, да, вся республика подключается, активно участвует. Ну, правда, были у нас сложности с организацией, конечно, в дистанционном формате, да, последние 3 раза. У нас только 1 раз получалось собрать ребят очно, да, у нас было такое целое большое мероприятие, увлекательное. Вот. А так 3 последних раза мы виделись дистанционно, то есть ребята рисовали у себя в школах, в определенный день им выдавались задания на срок определенный, они присылали потом нам работу почтой, и уже жюри оценивало не фотографии, конечно, да, а уже сами работы. Оригинал, да? Да, оригиналы. Круто. Можно ли посетить эту выставку, увидеть работы ребят? Да, конечно. Выставка работает в Институте культуры и искусства по адресу Октябрьский проспект 55А. Там у них выставочный зал большой. В принципе, ждут посетителей, да, со всей республики. А вот до какого числа, если более конкретно? Ага, до 24 апреля. Здорово. Екатерина, огромное спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо за беседу. Спасибо. В России немало ценителей творчества Сергея Довлатова. В Санкт-Петербурге и Пушкинских горах Псковской области разработаны экскурсии, связанные с жизнью писателя. Может ли похожий маршрут появиться и в Коме? Как известно, именно наша республика стала литературной родиной Довлатова. В начале 60-х он вернулся из армии со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде. Так вспоминал Иосиф Бродский. Поедут ли туристы по местам Сергея Довлатова в Коме? И если да, что нужно для создания нового маршрута?
Чиньеворы, Кракпа, Сропча и Оссер, Синдер, Важайоль – географический каркас повести «Зона» Сергея Довлатова. Именно здесь, в Книжпогосском районе, он родился как писатель, постигая границы и пределы своих сил. Молодой человек был надзирателем в колонии с июля 1962 по май 1963. Довлатов попал туда во время срочной службы в армии после того, как его отчислили за неуспеваемость из университета. Письма, которые он отправлял из зоны сыктывкарской студентки Светлане Меньшиковой, поддерживали в нем желание жить. Об этой романтической истории рассказывает выставка в Национальном музее Коми. Летом 2021 года в составе музейной экспедиции по довлатовским местам в Книжпогосский район поехала и съемочная группа Юргана. Журналисту Елене Хозяиновой особенно запомнились живописные пейзажи поселка Важайоль. Я представляла там очень мрачные места, потому что все-таки в зоне Довлатова, как будто говорится, что там все очень мрачно, очень плохо. Но когда мы туда приехали, там просто были великолепные места, очень красивая природа и очень добрые и отзывчивые люди. После Воркуты больше всего зон в Коми АССР было в Книжпогосском районе. От многих колоний уже ничего не осталось, лишь фрагменты демонтированных сооружений и колючей проволоки. Впрочем, тот, кто любит творчество Сергея Довлатова, и в этих объектах, поглощенных природой, найдет пищу для размышления. Если ехать из Ухты или Сыктывкара, такое путешествие не занимает много времени. Трасса сейчас до Ухты, она достаточно хорошая. Вот ответвления, которые ведут до населенных пунктов, конечно, их надо преодолевать, но, в принципе, вот мы в экспедиции проделали это за один день, даже успели пообщаться с людьми. Ну и, конечно, если делать из этого туристический маршрут, то нужно думать о какой-то инфраструктуре. Как нам сообщили в УФСИН по республике, сейчас готовится к открытию выставка в здании управления в Сыктывкаре, в которую войдут и материалы об учреждении Книжпогосского района, где служил писатель. Этой странице истории будет посвящена часть экспозиции. За комментарием студия 11 обратилась и в региональное агентство по развитию туризма. На сегодняшний день в тех местах нет нужной инфраструктуры, и целевая аудитория небольшая. Поэтому тему Довлатова лучше сделать частью путевой экскурсии в турах и маршрутах из Сыктывкара в Ухту или обратно. Кроме того, туристы, которые посещают Ухту, Параськие озера или едут на Мань-Папунер через Ухту, могли бы делать радиальные выезды в Чиньеворе. Итак, сейчас довлатовский маршрут заинтересует разве что туристов-экстремалов. Очевидно, что за такую экскурсию должен взяться энтузиаст, чтобы ее досконально разработать и продвигать. А пока предлагаем посмотреть программу «Коми инкогнито. Довлатов. Пишите письма» на YouTube-канале Юргана. Зеленый символ домашнего благополучия. Обзавестись таким цветком стоит тем, для кого уют в доме – главное. А между тем речь о фикусах. Неприхотливое в уходе растение может достичь внушительной длины. Главное – правильно его пересаживать. Как перемещать фикус из одного горшка в другой, расскажет агроном. Фикусы любят немножко грунт подкисленный. Вот у него такая всегда корневая система, его уже пора пересаживать. И в частности, корневая система выглядит не жизнеспособной, но если вы посмотрите, она абсолютно живая. А что касается корневой системы, когда при пересадке, мы ее вот таким образом разрываем. Если мы ее не разорвем, не распутаем, вот эта корневая система у вас будет закольцовываться. Если она будет закольцовываться, рост прекратится. И будет очень высокая вероятность скопления больших комочков корневой системы и их загнивания. Фикус любит более плотный грунт, чем ароидные, поэтому ему можно обычный грунт для комнатных цветов использовать, но с небольшим подкислением. И обязательно всегда использовать для подкормки фикусов, ароидных, бромелиевых и иных культур именно специализированными удобрениями, поскольку специализированное удобрение изначально разработано для данных культур. Иногда, чтобы сварить шедевр, не обязательно вооружаться продуктами и кастрюлей. Произведение искусства без кулинарного подтекста создают и обычные сварщики. Металлические детали, специальный инструмент, часы работы и вуаля! Объект современного искусства ждет вашего восхищения.
Еще больше интересного «Студия 11» расскажет вам завтра. Но пока у нас все. В продолжении дня желаем вам лишь положительных эмоций и совсем небольшую тоску по вашей любимой информационно-развлекательной программе. Пока!